Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в Абхазии и не только. Сегодня в выпуске. Выполнен с профицитом. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Задача – объединить. 24 апреля начнет работу первый Абхазский медицинский форум. Насущные проблемы. Саид Харазия встретился с руководителями профильных структур и главами сел Гулрипского района. Комитет по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по экономической политике, реформам и информационным технологиям провели совместное расширенное заседание, в котором участвовали президент Аслан Джания, спикер Лаша Ашуба и большинство депутатов парламента. Заседание было посвящено обсуждению проекта межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Суху имени Владислава Арзенба. Участники встречи приступили к детальной проработке положений представленного документа. Депутаты намерены и далее участвовать в работе, связанной с подготовкой данного проекта, соглашений и соответствующих нормативно-правовых актов. Госбюджет Абхазии в 2022 году был выполнен с профицитом 398,6 миллиона рублей. Доходная часть составила более 10 миллиардов, на 1,2 миллиарда больше ожидаемых показателей. Что касается поступления налоговых платежей, то они составили 53,4% от общей суммы доходов, и это очень хороший показатель. Кабмин утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за прошлый год, а также отчет об исполнении бюджетов 6 внебюджетных фондов. Особо была отмечена работа Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования и охраны труда. С какими показателями завершен отчетный период и какие замечания сделаны главой правительства, расскажет Эсма Гуланзе. В начале заседания вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил информацию об исполнении государственного бюджета, а также отчет об исполнении республиканского бюджета. Второй год подряд госбюджет исполняется с профицитом. В этой связи и республиканский бюджет, несомненно, тоже был исполнен с профицитом. Его уровень достиг в 2022 году 215,9 миллионов рублей. Доход республиканского бюджета поступило 10 миллиардов 600 миллионов рублей. Или на 889 миллионов рублей больше прогнозируемых доходов. Собственные доходы поступили в объеме 4,9, и это можно свидетельствовать о том, что все превышение над предусмотренными значениями – это поступление собственных доходов. Как и прежде, главными администраторами доходов государственного бюджета в нашей стране является Министерство по налогам и сборам с объемом в 53,4% от общих доходов собственных, Государственный таможенный комитет 37,7% и Министерство внутренних дел 1,7%. Расходы государственного бюджета сложились на уровне 10,4 миллиарда рублей или 94,9%. Рост по сравнению с 2021 годом расходов составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. В целом за прошедший год было реализовано 12 целевых программ и 9 мероприятий на общую сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. В целом было направлено на систему здравоохранения из республиканского бюджета 1 миллиард рублей. В этой системе республиканского уровня было реализовано 5 целевых программ и одно мероприятие на сумму 490 миллионов рублей, из которых на обеспечение системы по подготовке кадрового потенциала для нужд здравоохранения 64 наших гражданина, обучающихся в российских медицинских вузах, получили государственную поддержку в объеме 12 миллионов 600 тысяч рублей. 368 человек получили адресную поддержку в виде оплаты за лечение как на территории республики, так и за ее пределами на общую сумму 102,6 миллиона рублей. На 108 миллионов рублей были приобретены медикаменты и лекарственные средства, медицинские инструментарии для нужд системы здравоохранения. Расходы на образование в 2022 году сложились на уровне 488,5 миллионов рублей. В этой сфере было проведено 34 мероприятия республиканского уровня.
те, которые финансировались за счет бюджетных средств. Расходы на культуру в целом составили 318,5 миллионов рублей. На физическую культуру, спорт и молодежную политику было направлено 70,8 миллионов рублей. На социальную политику расходы в прошлом году сложились на уровне 238,5 миллионов рублей, из которых выплаты 13 категориям получателей социальных пособий составили 198,5. 8663 человека получили пособие. 40 миллионов рублей было направлено на финансовое обеспечение целевой программы «Жилище-22». Получателями сертификатов стали 52 участника. На мероприятия по поддержке сельского хозяйства было направлено 99,8 миллионов рублей. На реализацию целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» было направлено 50 миллионов рублей. 47 проектов было реализовано, субъекты малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. Инвестиционная программа была исполнена в объеме 1 миллиард 700 миллионов рублей. В этой сфере проводилось 24 мероприятия. Кроме того, в числе расходов – расходы на ремонтно-восстановительные работы, национальную оборону, правоохранительную деятельность и национальную безопасность, ликвидацию последствий стихий, компенсационные выплаты, погашение части внешнего долга и другие. Я хочу отметить, что сейчас как раз формируются итоги деятельности народно-хозяйственного комплекса за 2022 год, и уже по оперативным данным могу сказать, что плановые показатели 2023 года фактически были реализованы в рамках реализации финансового года 2022. Это говорит о том, что, конечно, повышается уровень администрирования, повышается уровень формирования отчетности, предоставления сведений, и непосредственно экономические процессы в республике приобретают более, на мой взгляд, интенсивный характер. Об этом свидетельствуют и показатели внешнеэкономической деятельности, и кассовые обороты банков, и другие очевидные вещи. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул необходимость новых целевых программ. Граждане, которые пострадали от пожаров, от поднятия воды, стихийные удары нас преследовали 2021 год несколько раз, оползневые процессы по всей Абхазии. У нас примерно уползло, такое при меня, беру в кавычки это слово, больше 70 объектов за 3 года. Как быть с этим? Граждане объективно просят помочь. Что сделать? Как это в бюджете предусмотреть? Какие программы создать новые? Может быть, не с таким звучанием, а очень важные и очень нужные сегодня, в этот час, в сию минуту. Яшам завышка, кусок заве, уяк завияю, араирхел, ацхорара я что? Мап злахко. Поэтому при формировании бюджета будущего года, Владимир Валерьевич, да, ваш финансовый блок вместе с фискальным в целом, с Министерством экономики, подумайте, нам нужны и другие целевые программы. Далее был утвержден отчет об исполнении бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Фактическое исполнение бюджета фонда по доходам составило 165 миллионов 414 тысяч рублей и по расходам 163 миллиона 577 и 4 тысячи рублей. Остаток денежных средств фонда на 1.01.23 года 18 миллионов 265 и 6 тысяч рублей. К сожалению, слабые поступления у нас. Не хватает. Сейчас у нас чуть образовалась задолженность в трансформации. И в связи с этим у нас временно приостановлены санаторно-курортный на отдых. Сейчас мы не можем отправлять временно из-за задолженности, но на лечение у нас это не останавливалось. Обращаясь к членам правительства, премьер-министр отметил, что необходимо оказать медицинскую помощь ветерану войны, получившему тяжелое ранение челюсти. Лечение обойдется до 4 миллионов рублей. Я говорю это не в упрек фонду, да, я говорю в упрек себе, Министерству финансов, Минздраву. Мы должны оказать медицинскую поддержку этому человеку. Конечно. Правильно? Конечно. Сумма же большая.
Да. Для того, чтобы фонд мог спокойно эту сумму перечислить, у кого-то не должно быть долгов. Нашим группам опять. Кабинет министров утвердил отчет об исполнении бюджета Пенсионного фонда за 2022 год. Доходы за минувший год составили около 1 миллиарда 362 миллионов рублей. Расходы – около 1 миллиарда 295 миллионов рублей. Далее члены правительства утвердили отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования и охраны труда. Впервые за все существование фонда нам удалось перевыполнить план. Расходной части, доходной части она составила 119%. Это в суммарном выражении на 24 миллиона больше ранее запланированных 122 миллионов рублей. Впервые за всю историю, послевоенную историю, фондам удалось выплатить все государственные пособия, и все обязательства перед организациями были выполнены в полном объеме. И задолженности на 1 января 2023 года у нас уже не было вообще. Также были утверждены отчеты об исполнении бюджета фондов обязательного медицинского страхования, репатриации и дорожного фонда. Эсма Гуландзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 24 апреля в Абхазии начнет работу первый Абхазский медицинский форум. Организация этого мероприятия была посвящена совещанию в Министерстве здравоохранения, которое прошло под председательством министра Эдуарда Будба. Основная задача форума – объединить на одной площадке представителей органов управления, здравоохранения и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем и выработки решений по совершенствованию оказания медицинской помощи. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения и повышению взаимодействия по всем направлениям. Организаторы медицинского форума – Минздрава, Ассоциация реабилитологов, Российское медицинское общество. Сопредседателями форума выступят Эдуард Будба и Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества. Вопросы энергетики, водоснабжения и весенних паводков были в центре внимания совещания, которое прошло в Улрыбском районе. Глава администрации Саид Харазия встретился с руководителями профильных структур и главами сел, чтобы обсудить насущные проблемы. Более подробно расскажет Алика Трапш. О ситуации в энергосистеме района Саида Харазия проинформировал начальник РЭС Зураб Ханагуа. Он сообщил, что в школе села Кацикыт установлен новый трансформатор, проведены линии электропередачи. В поселке Агудзера заменены 15 обветшалых опор. Также в селах Мархеул и Мачара провели СИП протяженностью 2,5 километра. В районной электросети происходит немало аварий. По мере возможности они устраняются. Также сотрудники сбыта вместе с контролерами, с инспекторами ведут постоянную работу по незаконно установленным трансформаторам, незаконно подключенным трехфазным линиям. За 2 месяца силовыми структурами у нас в районе было изъято около 230 единиц майнеров. Состояние электросети во всем районе желает оставаться, конечно, лучше. Тяжелое техническое состояние, испытывает хронический недостаток средств на ремонтно-восстановительные работы в сети оборудования. На данный момент во всем районе нужно заменить около 3000 столбов. В Гулрыбском районе острой проблемой на сегодняшний день остается вопрос водоснабжения. На насосной станции, обеспечивающей район водой, низкое напряжение в сети, в связи с чем насосы не включаются, и жители подолгу остаются без воды. Для решения проблемы нужна замена трансформатора, считает гендиректор ЖКХ Рауль Харазия. У нас насосы, у них ограничение 192 киловатт. Меньше их нельзя, чтобы они включались, потому что могут сгореть. Ну, сами понимаете, потом это будет еще больше проблематично их восстановить. Поэтому насосы такие, новые, это буквально в 2020 году их в эксплуатацию запустили по инвестпрограмме. Вот сейчас с коллегами из Черноморэнерго мы связывались с их руководством, вроде бы есть понимание. Есть возможность, как мы думаем, что если поменять трансформатор, да, возможно улучшить ситуацию. Там буквально нам нужно каких-то 10-15 киловатт, чтобы это все
изменить ситуацию. Надеемся, что это поможет. Глава села Табал Григорий Калайджан сообщил, что на сегодняшний день ведутся работы по расчистке ущелья от дикорастущих насаждений. 2,5 километра уже расчищено. Работы продолжаются. А в селе Бабушара на улицах Сванба и Вокзальная ведутся работы по расчистке ливневок. Глава села сообщил, что в настоящее время необходимо провести расчистку и углубление русла реки Малый Кудор, чтобы предотвратить подтопление близлежащих домов. Глава села Дранда также сообщил, что река Малая Скурча во время весенних паводков может подтопить до 40 домовладений, потому необходимо ее также расчистить. В аналогичных работах нуждается и река Парнаут. Реальную угрозу мы все знаем, так как в прошлом году, в октябре, во время паводков, были затоплены около 40 хозяйств. И ввиду этого было необходимо восстановить... Это жилые дома? Да, жилые дома, около 40 хозяйств было затоплено. И государство оказало поддержку. Но во избежание дальнейшего подтопления необходимо произвести работы по очищению и укреплению русла реки. Все материалы, поступившие от жителей в администрацию Гулрыбского района с просьбой предотвращения последствий весенних паводков, изучены и отправлены в правительство. Глава районной администрации Саид Харази особо подчеркнул, что решение данного вопроса нашло полное понимание в лице главы государства. Все документы были собраны, была создана нами комиссия. Мы документы, то, что собрали, и обращения граждан передали в кабинет министров непосредственно премьер-министру. Предоставил те же документы нашей комиссии, наши заключения о том, какие угрозы перед нами сегодня стоят в связи с весенними паводками. И увидел полное одобрение и понимание в лице президента республики по этим вопросам. Материалы по рекам Парнаут, Мархеул, Малый Кадор и Малая Скурча были отправлены в кабинет министров на имя премьер-министра. Впоследствии, значит, эти материалы были направлены в управление капитального строительства Республики Абхазия. Значит, по двум рекам, по Парнауту и по Мерхеулу, значит, уже была составлена смета, которая передана на, как бы, ее перепроверить должны, там своя процедура есть, и после этого они уже будут рассмотрены для того, чтобы уже предпринять какие-то шаги по ремонту, по, как бы, искоренению тех проблем, которые сегодня есть. По реке Малый Кадор и Малая Скурча также занимается УКС. Пока сметы не готовы, но вот я думаю, на подходе в течение дня-двух эти сметы тоже будут готовы. Обращаются жители ко мне, и действительно серьезность данной проблемы, особенно паводков, это существует. Тут Саид Геннадьевич озвучил, что я встречался и с премьер-министром, и с президентом по данным вопросам. Частично уже осмечены документы в Кабмине. Еще раз подтверждаю, что серьезность понимают вышестоящие органы, и они изыскивают средства, чтобы данную проблему решить. Я думаю, в ближайшее время частично, по крайней мере, работы будут проведены. В ходе совещания выступили и другие главы администрации сел Гулрыбского района. Алька Травшира Мукамки, Абхазское телевидение. Санкт-Петербург готов развивать отношения с Сухумом. В Смольном состоялась встреча члена правительства Санкт-Петербурга Евгения Григорьева и мэра города Сухум Беслана Эшба. Стороны отметили высокий потенциал развития двусторонних межрегиональных отношений, обсудили возможные проекты. В экономической области перспективным направлением представляется организация взаимных бизнес-миссий для развития торгово-хозяйственных связей. Взаимный интерес наблюдается и к сотрудничеству в области туризма, учитывая богатое культурное наследие Санкт-Петербурга и Сухума. Об этом сообщает сайт правительства Санкт-Петербурга. Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджира в Сухуме, произошедшем в 2019 году, продолжилось в здании СГБ Абхазии. На заседании были заслушаны показания свидетеля защиты Жанны Князевой, гражданской жены подсудимого Демура Ахалая. Ранее гражданка России Жанна Князева сообщила о присутствии в первые дни после случившегося в их с Демуром Ахалая доме гостя, который хромал и которому требовалась медицинская помощь. По предположению стороны обвинения, неназванным гостем был Беслан Ганба, получивший травму во время совершения преступления. Слова Жанны Князевой подтверждала и другая свидетельница Кристина Авицба, являющаяся ее подругой.
Авицба ранее сообщала суду, что эту информацию Князева рассказала ей в личной беседе. На сегодняшнем заседании Жанна Князева отказалась от части показаний. Свидетельница заявила, что во время опроса на нее оказывалось давление. Задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, сокращения смертности и травматизма в ДТП относятся к приоритетным и находятся на постоянном контроле руководства МВД. Замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа провел совещание с руководителями городских и районных подразделений госавтоинспекции. Чкадуа поручил акцентировать особое внимание в отношении водителей, систематически грубо нарушающих правила дорожного движения и важности соблюдения принципа неотвратимости наказания. Особое внимание ввиду приближающегося курортного сезона замминистра поручил уделить организации пассажирских перевозок. Кроме того, поставлена задача усилить работу стационарных постов ДПС по всей республиканской трассе. В Академии наук Абхазии подвели итоги прошлого года. За успешную работу и заслуги в различных научных сферах ряд ученых наградили грамотами. В основном отчете были представлены результаты деятельности научных учреждений. Также обсуждался широкий круг вопросов и задач, стоящих перед Академией наук Абхазии. Абхазский художник театра и кино, график, живописец, заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии имени Гулия, писатель Батал Джапуа отмечает юбилей. С 60-летием Батала Джапуа поздравил министр культуры Даур Ковя. Отметив достижения художника, министр пожелал юбиляру крепкого здоровья, творческих успехов, возможностей и дальше радовать людей своим творчеством. Высокий туристический сезон в Абхазии начнется на месяц раньше, с мая, сообщает туроператор «Интурист». Абхазия входит в пятерку самых популярных у россиян массовых выездных направлений. По итогам раннего бронирования, которое закончится в конце марта, продано в 3 раза больше путевок, чем годом ранее. О том, что в этом году в Абхазии ожидает сверхуспешный турсезон, ранее сообщил министр туризма Тимураз Хижба. Он уточнил, что бронирование отдыха в мае этого года увеличилось на 30% по сравнению с показателями прошлого года. В Абхазию впервые в истории прибыл контейнерный поезд. Состав был принят на железнодорожной станции Сухум. Руководство АЖД приняло решение запустить такой проект, чтобы увеличить объем грузовых перевозок. В прибывшем составе 62 контейнера, в которых 2700 тонн груза. А сейчас новость для любителей экстрима. Побит новый мировой рекорд. Известный путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло установили мировой рекорд по перелету на тепловом воздушном шаре. Они пролетели более 2500 километров. Пилотами совершен первый в истории воздухоплавания полет над морской акваторией в высоких северных широтах. Конюхову и Миняйло удалось на 174 километра побить предыдущий рекорд, который принадлежал японскому путешественнику Мичио Кандо, погибшему при очередной попытке улучшить его. 71-летний Федор Конюхов совершил около 50 путешествий, в том числе 4 кругосветных плавания. Поступили в продажу новые номера газеты «Республика Абхазия». На титульных листах газет опубликованы статьи, посвященные 30-летию мартовской операции по освобождению Сухума. Это статья Заира Свижба под названием «222 павших, 222 героя» и Марины Габрия «Горькие уроки мартовской операции». В номерах также нашли отражение события, произошедшие в республике на минувшей неделе. Это 14-й съезд политической партии Амцахара, вручение памятных медалей бывшим партийным и комсомольским руководителям, внесшим вклад в развитие советской государственности, а также литературный вечер в АГУ, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Своим мнением о необходимости реформы системы образования на страницах 21 номера газеты делится преподаватель АГУ Дмитрий Осия. Здесь также можно прочитать интервью председателя пенсионного фонда Дениса Гулария. В 22 номере опубликована статья Лейлы Пачуля, посвященная 110-летию абхазского писателя Георгия Гулия, и статья Артавазда Сарицяна о презентации книги Александра Барского «Сердце Абхазии». В газетах также можно найти советы диетолога Алисы Чанба и узнать новости спорта. Газета «Республика Абхазия» доступна и в электронной версии. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в среду 29 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь. К концу дня возможен дождь с мокрым снегом. Ночью и утром густой туман. В горах снег, температура воздуха ночью 6-11, днем 5-10 градусов, температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.